Многие психологи и педагоги говорят о том, что игра – это основная форма обучения детей дошкольного возраста. Но в последнее время исследователи и педагоги практики отмечают, что игра исчезает из детских садов и заменяется освоением программ и целенаправленной подготовкой детей к обучению в школе. Воспитатели и родители отдают предпочтение раннему развитию учебных навыков и умений. У детей не остается времени для свободной творческой игры, и способность к игре угасает. Одновременно с этим психологи отмечают нарастающее психологическое неблагополучие детей, приходящих в школу. Какое же значение имеет игра в развитии ребенка? Что важнее – учить или предоставить возможность играть? Для съемок этого фильма мы выбрали детский сад, в котором, в отличие от многих других, игру и игровое пространство оберегают, выделяют для нее основное время. Понаблюдаем за детьми. Быть может, мы откроем в детской игре что-то важное, чему мы раньше не придавали должного значения. Алис, давай прищепку. Спасибо, осторожно, не прыгай так. Алис, давай вторую. Алис, только не пугай меня, ладно? Зайди сюда, Алис. Снять фильм об игре дошкольников – дело непростое. Даже доверяя взрослым, дети стремятся оградить свой воображаемый мир от их присутствия. Бабочку, вот это молоко. Садись, я тебе дам. Что нет, не сюда, вот. Мясо, это мясо, а это... Во время съемок дети открыто не проявляли неудовольствия, но использовали несколько стратегий ухода от нашего присутствия. Одна из них – отгораживание игровой среды с помощью различных предметов. Из легких деревянных ширм, лоскутов ткани и стульев детьми создаются укрытия. Вторая стратегия ухода – перемещение в другие комнаты. В нашем случае это были коридор, умывальная и даже туалет. Постепенно дети привыкли к присутствию съемочной группы, позволили, если не вмешиваться, то, по крайней мере, свободно наблюдать за их действиями, и игра пошла своим чередом. Давайте некоторое время понаблюдаем за тем, что происходит в группе. Ведь нам представилась поистине уникальная возможность увидеть игру изнутри. С самого начала дети разделились на несколько игровых сообществ. Появилась группа мальчиков, девочек, смешанная группа и несколько детей-одиночек. Все очень быстро отгородили свое пространство, и в каждой группе стали разворачиваться свои события. В смешанной группе Полина и два Артема отправляются в путешествие на корабле и почти сразу попадают в грозу. Что в эти мгновения происходит с командой корабля, непонятно, но матросы один за другим удирают, преодолевая препятствия. Люба предпочла играть в одиночку. Она выстроила из столов и стульев пирамиду и с высоты второго этажа стала наблюдать за происходящим в группе. Маленькая Марина тоже играет одна, но она одиночка-деятель. Девочка старательно расстелила и разгладила на столе лоскут ткани. Ее задумка нам пока еще непонятна.
Возможно, на этом желтом поле будут происходить какие-то события с игрушками. В свободной игре дети творчески воспроизводят все то, что увидели, чему научились в других ситуациях. Тем самым знания и умения преобразуются в их личный опыт. А это группа девочек. В их маленьком сообществе разворачивается своя игра. В самом начале они мгновенно превратились в котят, которых мама-кошка увела в коридор подальше от посторонних. Мы не успели отметить, что именно там происходило, но, по-видимому, пришло время котятам вернуться в общую компанию. Первые же минуты наблюдения вносят коррекцию. Уже нет котят и кошки. Есть волшебная фея, которую одолевают мыши. Необходимость наблюдать сразу за несколькими играющими группами возвращает нас к событиям на корабле. Напомним, что корабль дети соорудили, собрав и составив в большую кучу почти все стулья. Пассажиры путешествуют с чадами и домочадцами, поэтому на палубе корабля оказалась детская коляска с младенцем и медвежонком. Мореплавателей по-прежнему мучает обширный грузовой фронт. Давайте забегайте, я сейчас заплыву туда, куда надо. Все, сейчас Люба все так же присматривает за всеми с высоты своей пирамиды. Наблюдать за другими не менее интересно, чем играть. Путешественники решили связаться с берегом. Это говорит о том, что в ходе игры у детей возникает необходимость взаимодействия со взрослыми. Поводы могут быть самыми разными. Пожар. Сейчас я пожарникам позвоню. Не надо! Не надо! Мы сами справимся! Несмотря на то, что взрослые непосредственно не участвуют в игре, они всегда готовы включиться в нее. Такая готовность является хорошей психологической опорой для играющих детей. Пошли! Ваня! Пошли! Ваня и Митя, поучаствовав в событиях на корабле, возвращаются в свою игру. Обратите внимание на то, как сюжеты из одной игры плавно перетекают в другую. Ваня! Ваня! Случился пожар! Быстрее! Догоним! Ваня! Ходите, я такой. Ой, Ваня, ну ты не отсюда! Не отсюда душа! Конфликтную ситуацию Ваня разрешил легко. Он предложил сделать из бревна, которое только что служило пожарным шлангом, печку и развести в ней огонь. Митя легко переключился на новую игру. Вот я уже положил блевно. Пусть горит, да? Если вы заметили, Люба проявила упорство в наблюдении. Больше 10 минут она мужественно осматривала пространство с высоты. Долго пребывать в бездействии дошкольникам не свойственно. Поэтому, спустившись вниз, девочка включается в игру Марины, на столе у которой к этому времени появились ободки. Однако, получив ободок, она вновь забралась на свой наблюдательный пункт.
Над кораблем наших путешественников все так же проходит грозовой фронт. С одной стороны, это говорит о глубокой заинтересованности ребят этой темой, об умении долго удерживать цель. С другой, позволяет дошкольникам прожить в игровой ситуации то, что их, возможно, пугает в реальной жизни. У девочек игровое сообщество распалось. Света отделилась от своих беспокойных котят-мышат, и перед объективом нашей видеокамеры разыгрался целый спектакль, точнее, репетиция роли. Мы не сразу определили жанр, но постепенно поняли, что плавные движения, почти безмолвные, но выразительные эмоциональные гримаски – это роль оперной Снегурочки. Актеры предпочитают сохранять тайну своих репетиций, и нам пришлось вернуться к наблюдению шумных игр мальчиков. Потушив все корабельные пожары и печи, Ваня и Митя занялись строительством. Доски легко превращаются в кровать, а затем в горку. Наступило время, когда игру следует мягко завершить. Воспитатель не требует немедленного прекращения игры, давая детям способ и время завершить ее в логике сюжета. Нам уже пора возвращаться. Мы видим... Давай тогда вот в эту. Я сейчас корзинку принесу. Ты подавай, а девчонки будут складывать. Взрослые спокойно начинают возвращать на привычные места использованную детьми мебель и другие атрибуты. Без призывов и напоминания, спокойно и доброжелательно в эту общую работу включаются и дети. Чтобы дети играли, важно создать условия, в которых игра может беспрепятственно развиваться. Никакое оборудование само по себе не сможет этого обеспечить. Первое. Необходимо создать непринужденную домашнюю атмосферу. Дети играют только тогда, когда чувствуют себя в безопасности и им комфортно. Второе. Нужно выделить для игры достаточно времени. Тогда ребенок по-настоящему сможет ощутить себя хозяином игрового пространства. И, наконец, третье. Нужно наполнить помещение предметами, стимулирующими фантазию и творчество. Для развертывания интенсивной игры важно создать соответствующую среду, в которой дети будут чувствовать себя уютно и спокойно. Игрушки и предметы должны быть простыми, удобными, мобильными и в то же время эстетичными и гигиеничными. Хорошо подходят природные материалы, а также игрушки и оборудование, изготовленные из них. А с помощью таких деревянных ширм и разноцветных платков различных размеров дети могут построить все, что угодно, даже такой сказочный шатер. В игре принимает участие и обычная мебель. Главное, чтобы столы и стулья были пригодны для такой роли.
так нам нельзя, здесь дом. Нельзя. Игра – это свободное, творческое раскрытие внутренних сил ребенка. Ребенок хочет сам быть хозяином в пространстве своей игры, определять ее ход. Стремление взрослых придать игре нужное, на их взгляд, направление, использовать ее в целях обучения, может помешать спонтанности и непосредственности, необходимым для полноценной игры. Исследования показали, что игра способствует укреплению эмоциональной и психологической стабильности. Дети лучше справляются с негативными переживаниями, разочарованиями и неудачами. У них менее выражена агрессивность, выше способность эмоционального контакта. В игре дети осваивают разные социальные роли, развивают свои социальные способности в целом. Типичные детские игры, такие как «Дочки матери», «Больница», «Магазин», основаны на наблюдении детьми ситуаций в естественной жизни и подражании им. В свободной игре ребенок может переработать возможные внутренние конфликты или травмы, то есть игре приписывается известная терапевтическая роль. Для творческой игры удобны простые игрушки. Они только намекают на предмет, и предмет становится тем, что делает из него воображение и творческая фантазия ребенка. Отсутствие границы условностей, творчество и фантазия могут, конечно, позволить ребенку представить воображаемые инструменты, но только настоящие дают возможность экспериментировать со звуком. Однако музыкальные инструменты, куклы, посуда и другие привычные игрушки не замена, а дополнение к тем предметам, к тому оборудованию, которые дети могут использовать, импровизируя, подчиняясь собственному замыслу. Алло, Полина? Да. А у вас на корабле можно прокатиться? Да, можно. Конечно, мы только ищем дом. А то все дома сгорели, а мы тут Полин, плаваем. а билеты, да, нужно, наверное, купить? Нет. Вам на корабль? Ну, надо, да? Надо. Да, ну хорошо, давайте тогда, может, продадите билеты всем. А у нас хорошо? нету. Ну, я вам сейчас дам листочек, сделайте билеты. Ну, ладно. Давайте. Ну, пока. Пока. Участие взрослых в детских играх – особая большая тема. Спокойное, ровное присутствие взрослого, к которому дети эмоционально привязаны, дает им чувство безопасности. Воспитатель не вторгается в игровое пространство, не пытается руководить игрой, а предоставляет детям возможность самим искать и находить необходимые решения. Надо скорее дать билеты. Берем скорее все. Скорее все берем. Берем все. Капитан, когда поплывем? Что? Отплываем. Скорее. Подождите. Мы не можем, нету времени. Алло, меня тоже подождите, я тоже билет купила. Ладно. Игра, которую мы с вами сейчас наблюдаем, дает возможность увидеть и проанализировать множество достижений детей. Мы видим, как проявляется воображение, одна из основ умственного развития, как дети выражают свои эмоции, в том числе радость и удовольствие, как происходит развитие произвольности. Поставив цель, дошкольники действуют автономно и компетентно. Все вместе оказывает благотворное воздействие на всю психофизическую природу ребенка. Момент увлеченности и удовольствия, который испытывает ребенок во время игры, дает ему возможность пережить опыт полной творческой свободы, не замыкать свою фантазию в определенные рамки. На любое место можно садиться. А кто у вас капитан? Я еще и я. Где капитан? Ну хорошо, давайте я сажусь. Я рядом с капитаном сел. А где у вас капитан сидит? Где капитан? Где-нибудь. И здесь, вот тут. И здесь сюда. Вы думаете, дети не сумели договориться? Не распределили роли? На самом деле игра допускает и такой ход. Все главные, все капитаны. В душе каждого крепнет уверенность в своих силах и возможностях.
В игре великое множество ходов для импровизации. С позиции взрослых нелогично устраивать пикник на только что сгоревшем корабле. Но у детей своя игровая логика. Для них пожар на корабле – это не трагедия, а интересное происшествие, после которого хорошо бы передохнуть и подкрепиться. Этот поворот событий находит понимание и поддержку у взрослых. Дети нуждаются в отдыхе, в смене активной деятельности на спокойный и умиротворенный лад. Это душа плачет, да? Я люблю волшебника. Очень спасибо, я так надеялась. Давай Ты сам помоешь посуду? Помойте, пожалуйста. Нет, Спасибо. Умение взрослых спокойно и незаметно уйти, так же, как незаметно и естественно включиться в игру – весомый способ поддержки. Алло, да, мастер уже выехал. Можно заходить, да? Здравствуйте. Вызвали. Сказали, что вам помощь нужна. Важно, чтобы взрослые не воспринимали стихийно возникший в ходе игры беспорядок как нечто разрушающее мироздание, не сердились и не одергивали детей. Часто именно через такой творческий раскардаш дети и приходят к упорядочению своего пространства. Если взрослые считают нужным навести порядок в окружающем мире, лучше просто начать это делать без укоров и назиданий. Ванюшка, у вас просто в доме нужно еще прибрать, мне кажется. Воспитательница сама разбирает и раскладывает в корзины и коробки игровой материал. Ее спокойные и методичные действия наглядно демонстрируют детям правило, что после игры нужно за собой убирать. Собственный пример лучше тысячи поучений. В начале фильма мы видели, как начинается детская игра. Завершение игры проходит иначе, более плавно и постепенно. Еще продолжаются дружеские объятия двух маленьких феечек. Доски не сразу становятся досками, но сначала превращаются из машины в горку. Движения детей стали более спокойными, в лицах заметны покой и удовлетворенность. Взрослым важно понять, что для завершения игры также необходимо время. Убрать все быстро, по одному только слову взрослого, дети просто не в состоянии. Задача понимающих взрослых – помочь им, выполняя эту работу вместе с ними. Традиция делать все вместе воспитывает куда как эффективнее, чем напоминания и окрики. Подведем итоги. Мы наблюдали детскую игру, ее зарождение, ход и завершение. То, с каким удовольствием и самозабвением дети играют, если для этого созданы необходимые условия, если игре искусственно не ставить препонов. Мы видели, как в игре разворачивается творческое воображение, задействованы социальные, эмоциональные и двигательные способности детей. Теперь мы сможем лучше понять, почему современные отечественные и зарубежные психологи и педагоги утверждают, игра – это основная форма учения и развития детей младшего и дошкольного возраста, которую невозможно заменить никакими развивающими программами, никаким целенаправленным обучением, никакой специальной подготовкой к школе. Сохраним же для наших детей это волшебное царство фантазии, чудесную страну под названием детство.